эфире телеканал «Звезда», военная приемка. И этот выпуск мы начинаем в одной из самых высокогорных стран мира. Это Республика Кыргызстан. 95% территории страны покрыта горами. И, конечно, в этой стране есть своя армия, свой спецназ, ориентированный на работу в горах. О том, на что способны эти парни, прямо сейчас в военной приемке. Многое из того, что вы увидите в нашей программе, на российском телевидении транслируется впервые. Спецназ Национальной гвардии «Пантера», спецподразделение «Скорпион», главный танковый полигон на берегу Иссык-Куля, чудеса на виражах в исполнении пилотов вертолетов и русский след в Киргизских горах. Будни российской авиабазы в Канте, уроки русского для воспитанников Киргизского национального военного лицея и интервью министра обороны Киргизской республики на русском языке. У нас в Конституции прописано: государственный язык кыргызский, официальный язык русский. Ко мне на стол может лечь рапорт на русском языке, на нем может резолюция быть на кыргызском. И наоборот. Итак, это военная приемка. Поехали! Сегодня, 7 июня 2022 года, местное время 11 часов. Проводим предполетные указания на выполнение полетов на аэродроме Кан. Доложите готовность к обеспечению полетов. Дежурный поток. Средства аэродромно-техническое обеспечение к обеспечению полетов готовы. ГСМ согласно поданным заявкам и состав проинструктирован, находится на местах. Первым взлетает на самолете Су-25 номер 12. Далее согласно плановой таблице. Итак, это военная приемка. Мы находимся сейчас в Республике Киргизия. У нас за спиной великие горы Тянь-Шань и российская авиабаза Кант. Именно здесь мы начинаем наш репортаж из Республики Киргизия. Основной самолет на авиабазе – штурмовик Су-25. Сегодня в небо поднимется всего одна машина, зато вы только вслушайтесь, какие красивые, нестандартные задачи предстоит отработать летчику. Полет в снежное высокогорье с заходом в ущелья, а до этого, наоборот, проход на предельно малых высотах с уничтожением бронетехники. Что будет для нас целью? Вот такой надувной танк, находящийся в нем генератор, имитирует работающий танковый двигатель, то есть это тепловая мишень. Но, с другой стороны, и самое главное, отработать надо с помощью оптических средств прицеливания. Так что просто летчик будет видеть этот танк. В Сирии такой полет называют свободной охотой, но там летчики пускают ракеты, находясь в небе на безопасном расстоянии от цели. Здесь же другой стиль работы. Штурмовик, подобно боксеру, должен будет подойти как можно ближе к объекту противника, быстро нанести мощный удар и тут же отойти на безопасную дистанцию. Именно это мы сейчас и наблюдаем в Киргизии. Итак, штурмовик Су-25 заходит на цель. Напомню, целью является вот этот надувной танк. И хотя сейчас выстрелы не боевые, а электронные, тем не менее, должен сработать пиропатрон. Вот он только что прозвучал выстрел. Это говорит о том, что попадание было. Доклад. Докладываю. Параметры в норме. Попадание 10 метров, 90 градусов. Про то, как работает эта технология электронных выстрелов, мы расскажем позже. А сейчас полюбуемся еще немного работой штурмовика. Этот полет знаменателен и для военной приемки. Впервые на самолетах подобного класса нам удалось закрепить камеру, которая снимает на все 360 градусов. Теперь мы можем посмотреть на цель глазами летчика. Крутой разворот, быстрое снижение и... И снова штурмовик Су-25 заходит на цель, опять идет на
предельно низкой высоте 25 метров. Точно так же, вот, сработал пиропатрон. Это говорит о том, что попадание произошло. Помимо камеры на борту, в небе работает камера коптера. На ней особенно ясно видишь, как быстро проносится штурмовик над танком. За этот короткий миг летчик должен совершить прицеливание и, главное, попадание. Обратите внимание, резко заходит в сторону, уходит после того, как отстрелялся наш главный герой, идет в горы. Полеты в горах – обязательная часть программы. Задача – научиться летать над ущельями так, чтобы из соседних долин твой полет условный противник не увидел бы. Но камеры военной приемки впервые поднимаются так высоко в горы. В России самая высокая гора Эльбрус – 5642 метра. Здесь же, в Киргизии, есть семитысячники. Поэтому мы попросили летчика подняться повыше, чтобы хоть как-то приблизиться к ним. Причем из 3 высочайших гор страны у 2 русские имена – Пик Ленина и Пик Победы. Кстати, именно Победа – высочайшая точка страны – 7439 метров. И еще в Киргизии один из пиков носит имя Путина. Я скажу неформально, я ее обожаю. И я знаю давно Киргизию, знаю людей, народ, знаю страну, ландшафт, природу. Конечно, это очень красивая страна. Существует очень красивая легенда про Киргизию, что когда Всевышний раздавал землю всем народам, он забыл про киргизов. Киргизы пришли к нему с просьбой подобрать им тоже участок. И у Всевышнего было в запасе вот такое место, райский уголок, который он припас для себя в качестве дачи, скажем, по-современному. И вот он поделился этим местом. Заместитель министра обороны Александр Фомин часто бывает с официальными визитами в этой красивой стране. Более того, долгие годы он работал в Киргизии, возглавлял разные комитеты и комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Кстати, вопрос, а как правильно говорить, Киргизия или Кыргызстан? Отвечаем. По-русски Киргизия, местные жители говорят Кыргызстан или Кыргызская республика. Так что правильны оба варианта. Следующий эпизод нашей программы мы начинаем в горах Тяньшань на высоте 2500 метров вместе с бойцами отряда специального назначения «Скорпион». Выход скорпионов начинается для отряда предсказуемо. На первом этапе группа отрабатывает проход в полной тишине, когда спецы идут крадучись, скрываясь по возможности за складками местности, автоматы наготове. Эти красные вертикальные скалы тоже Тяньшань, точнее его предгорья. Особенность породы в этих местах в том, что в ней очень много трещин, и самое главное, обломки в них крайне острые. Конечно, не такие, как нож, но близко. Именно в таких сложных условиях, когда любой из камней может, если не перерезать, то уж точно повредить веревку, и начинается тренировка. Вот это, наверное, один из самых сложных приемов. Дайте я пожму вашу мужественную руку. Спуск сверху головой вниз. В каких случаях это используется? Такой прием используется именно в городских условиях, чтобы осмотр сделать зданий, например, с крыши или с 5-го этажа, осмотреть 4-й. Через окно осмотреть комнату для проникновения или для штурма здания. А здесь сейчас в данный момент мы показали это в горах. Ну, в горах меньше используют, здесь основно используют именно Больше как ногами учеба вниз. здесь. Да. Это интервью мы писали на высоте 2300 метров. Зимой здесь очень много снега. Сборы в снежных горах длятся до 1,5 месяцев и проходят минимум дважды в год. Спецназовцы отрабатывают скоростные спуски на горных лыжах, боевые действия на снегоходах и даже сноубордах. К нам в отряд не так просто попасть.
Это проходит отбор именно по физическим, по знаниям. Именно психологию должны пройти. После отбора там определенных инструкторов они сдают экзамен именно по физической подготовке и уже потом только собирают документы на вступление в нашу часть. Чтобы попасть в отряд, необходимо иметь еще и военное образование. Получают его военнослужащие помимо самой Киргизии, еще и за границей. В Турции, Индии, Азербайджане, но все же большая часть будущих военных обучается у нас, в России. Это касается и «Скорпионов». У нас офицерский состав основной обучается именно в Рязанской области, именно в воздушно-десантных войсках, в Петербурге. Там связисты, инженеры, разную подготовку именно офицеры. И каждый по своей специальности. Например, рязанцы, они как более такие, как именно с парашюта прыгают, именно более по спецназу. У нашего собеседника есть предмет особой гордости. Он один из лучших в армии специалистов по кокбару. Древняя игра кочевых народов кокбару – это смесь скачек и регби. Только вместо мяча туша козла без головы, а вместо ворот – огромный казан. На скаку, на скорости необходимо наклониться вниз и поднять одной рукой тушу весом килограммов 40-60, потом побороться за нее и забросить точно в казан. Но я видел эту картинку, это же просто мясо, как вы там деретесь. Ну, там не драка, это как бы вот для кого драка, для кого это вот прям адреналин, да, можно сказать. Вот на Да, но там же лошади на людей падают, переворачиваются. Да, верхом на лошади ты должен этого козла закинуть в тайгазан своему противнику. Они должны препятствовать этому. Каждый кыргыз, наверное, ездит верхом на лошади и справляется с этим хорошо. Это, наверное, у нас в крови. Рязанская школа ВДВ, плюс данная природой энергия и, главное, врожденная адаптация к жизни в условиях кислородной недостаточности дают невероятный результат. В горах скорпионы работают так же спокойно и уверенно, как и на равнине. Сформировано это спецподразделение было в 1994 году. Первое серьезное боевое крещение получило в 1999-м в ходе локализации и уничтожения незаконных вооруженных бандформирований международных террористов, вторгшихся на территорию южных рубежей республики. Ну а вместе с российскими военнослужащими «Скорпионы» участвовали в операции по наведению конституционного порядка в Казахстане в январе 2022 года. Напомню, в те дни, когда весь мир отмечал Новый год, в Казахстане начались митинги, которые переросли в вооруженные захваты городов, аэропортов. В итоге, по просьбе президента Казахстана, военные из всех стран ОДКБ отправились на помощь соседу. От России в Казахстан было направлено подразделение воздушно-десантных войск, от Киргизии – «Скорпионы». Отмечали Новый год. Да, после Нового года. И тут поступил звонок, и как обязаны, прибыли вовремя, в нужное время, экипировались, вылетели в авиабазу. И уже бортами Российской Федерации нас перебросили в город Алматы. И уже в дальнейшем нас распределили по своим задачам. Необходимо отметить, наш контингент ушел туда полностью на бронеобъектах, полностью в боевом снаряжении, с продовольствием на месяц, медикаментами на месяц, с углем, дровами даже полностью. Когда пришли к нашим подразделениям со штаба ОДКБ с протоколами, там, ребята, что вам нужно еще? Он говорит, нам ничего не надо. Так мы не шутим, говорит, нам, говорит, времени мало, говорит, быстрее, говорит, нам ничего не нужно. И тогда они были приятно удивлены, представители. Это к вопросу о том, что представляет собой современная армия Киргизии. И второе. Послушайте, как выстроены отношения военных в рамках ОДКБ. Наш контингент прибыл в 12 часов ночи. В 3 часа ночи мы уже приняли объект. То есть все было очень четко организовано. Было очень, мы военная организация. Быстрое решение штабом организации договора и четкое их выполнение государствами, оно послужило, будем говорить так, именно тем фактором, который повлиял на ситуацию. То есть как раз тот пример, когда ОДКБ проявила себя как реально действующая организация. На сегодняшний день, по-моему, первый пример, когда мы на практике показали свою способность выполнять поставленные задачи. Слава Богу, что мы этот раз выполнили мирную миссию. А именно как
будем говорить так, военная организация ОДКБ, она должна быть готова к отражению любой агрессии. Военная приемка не раз снимала военнослужащих киргизской армии на главных военных учениях России, стратегических командно-штабных. СКШУ – это одно из тех мест, где на протяжении многих лет на одной площадке, можно сказать, на одном поле боя, пусть и на учебном, но все же единым фронтом собираются военные всех стран ОДКБ. Без какой-либо натяжки хочу сказать, что мы очень высоко оцениваем наше взаимодействие с киргизскими вооруженными силами по линии Организации договора о коллективной безопасности. Мы принимаем участие совместно во всех мероприятиях оперативной боевой подготовки организации, в том числе и в текущем году на территории Киргизии. В 2022 году киргизская армия отметила 30-летие. Вооруженные силы появились здесь в 92-м, на следующий год после создания независимого Кыргызстана. Все это стало следствием распада СССР. Киргизская республика для Российской Федерации является стратегическим партнером, является близким союзником как в регионе, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Вот из этого такого основного посыла мы и строим наши взаимоотношения с Киргизской республикой по военной и военно-технической линии. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы у Кыргызской республики были современные и боеспособные вооруженные силы. Оказываем посильное содействие для этого. В чем заключается помощь? В основном это поставка продукции военного назначения для вооруженных сил Киргизии и подготовка квалифицированных кадров в российских военных вузах. Будем говорить так, только в единстве наша сила. И тем более наш главнокомандующий при вступлении в должность президента, он определил стратегическую перспективу и определил основным стратегическим партнером Российскую Федерацию. Как строятся ваши отношения с военнослужащими, которые несут службу на авиабазе «Кант»? Я считаю, что наши коллеги в «Канте», наверное, не чувствуют себя за границей. Мы сколько с ними общаемся, сколько с ними там встречаемся на всех тех или иных праздниках, я думаю, абсолютно. На такие слова и наши военные отвечают взаимностью. В те дни, когда мы работали в «Канте», сюда пустили на экскурсию детей из близлежащей школы. Показать, чем занимаются сейчас наши летчики, как живут, как раньше жили. Мы же жили в одной стране, правда? Как она называлась? Союз Советских Социалистических Республик. И рассказать про нашу общую историю. Как вы знаете, детки, Кыргызстан участвовал в Великой Отечественной войне и внес немалый вклад. Помимо того, что на фронт было отправлено 300 тысяч военнослужащих, Кыргызстан был местом, который принимал беженцев, детей, взрослых и стариков, которые вынуждены были покидать свои дома. Поэтому этот памятник, он имеет огромное значение для нашей общей истории. Что больше всего удивило, каждому из детей наши летчики дали возможность забраться в святая святых – боевой самолет. Поверьте, то, что вы видите сегодня, когда здесь наш российский самолет встречают киргизские дети, оказывается, постоянно, с определенной периодичностью. Киргизские дети из местных школ приходят сюда, в Кант, им дают возможность посмотреть на то, как работает российская авиация, ну и почему бы не помечтать о небе. Пока один самолет завершает свой полет, второй поднимается в небо. Программа все та же. Атака надувного, зато очень умного танка. Особенность в том, что он прекрасно видит, попал в него летчик или промахнулся. А теперь, внимание, то, что мы покажем сейчас, в России мы не видели нигде, а здесь, в Киргизии, уже система начинает появляться. Называется она... Электронный полигон для самолетов Су-25.
сейчас мы видели стрельбу. Это ваш летчик работает? Да, сейчас можно наблюдать работу летчика авиационной базы по применению неуправляемого ракетного вооружения. Также можно на данном экране наблюдать его работу. Вся информация онлайн передается на данный экран, где показан тип боеприпаса. В режиме онлайн, что немаловажно. Тип боеприпаса, также координаты прицеливания. Можно определить оценку по курсу боевой подготовки его результатов боевого применения. То есть командир сразу видит здесь, попал, не попал, самое главное. Так точно. В такой ситуации вместо реального боевого летчик делает электронный выстрел по танку, на котором стоит аппаратура, способная зафиксировать попадание. Эти данные тут же передаются в вычислительный центр. Называется система «Унифицированный мобильный полевой комплекс». Сделан и разработан в России, работает через ГЛОНАСС. Система позволяет отрабатывать все виды боевого применения. Все боеприпасы? На электронном полигоне устанавливаются все типы боеприпасов, как бомбардировочное вооружение, так и неуправляемое ракетное и пушечное вооружение. Почему именно сюда, на эту авиабазу, поставили новинку, объясняется просто. Здесь каждый вылет с боевым применением надо согласовывать с киргизской стороной. С электронным пуском таких проблем нет. Итак, мы видели мастерство наших российских летчиков. Теперь пришло время посмотреть, на что способны киргизские асы. В эфире военная приемка. Мы по-прежнему работаем в Киргизии. Сейчас вы увидите просто невероятное зрелище. Высший пилотаж, назовем его так, с участием вертолета Ми-8. Это к вопросу о мастерстве местных летчиков. Полет на предельно малых, резкий набор высоты, крутые пике, боевые развороты, когда вертолет наклоняется так сильно, что кажется еще чуть-чуть и машина сорвется. Многим и в голову не приходит, что наш Ми-8 на такое способен. Безумным этот экипаж не назовешь, но безудержным это точно. Вот сейчас мы видим, как «восьмерка» подходит к нам на полной скорости и поднимается вверх, делает горку. Место действия воздушного шоу – военный аэродром Фрунзе-1. Кто не знает, так при советской власти называлась столица республики. В 91-м ее переименовали в Бишкек. Вот сейчас внизу мы видим город Бишкек. Это столица Киргизии, население более 1 миллиона человек. И, обратите внимание, равнинная плоская местность для Киргизии абсолютно нетипичная. Лишь 5% территории страны занимают вот такие равнины. Итак, вы поняли, военная приемка уже на борту безудержного вертолета. Убедившись, что наш оператор, сидящий у открытой двери, привязан, летчик начинает гонки в еще более экстремальном режиме. Про киргизских пилотов после этого эфира будут говорить «сумасшедшие». На пределах законов аэродинамики вертолет наклоняется едва ли не на бок. Кажется, еще чуть-чуть, и лопасти коснутся земли. Впрочем, летчик аккуратно выравнивает машину, но от этого не легче. Теперь мы летим очень низко, и все идет к тому, что вертолет вот-вот брюхом заденет землю. Позже, по приземлению, обмениваясь впечатлениями с операторами, мы все сойдемся на том, что за 7 лет существования военной приемки на Ми-8 никто из нас так еще не летал. Более того, даже со стороны никому из нашей съемочной группы наблюдать такие виражи «восьмерок» прежде не приходилось. А теперь мы должны вас познакомить с летчиком, который устроил вот этот невероятный полет. С одной стороны, вы летчик, а с другой стороны, долгое время руководили военно-воздушными силами Кыргызстана. Кстати, как правильно называется? Ну, военная авиация Кыргызстана. Военная авиация. В какие годы? С 97-го я сюда прибыл в 92-м году на должность командира эскадрильи, потом академия 2 года, в 96-м начальником училища был, с 97-го года руководил авиацией до 2012 года, на пенсию ушел. То, что мы сегодня увидели, это откуда такие навыки? Ну, с Советского Союза.
Военная приемка показывала, как обучают вертолетчиков в России в наше время. Приблизительно так же наш собеседник начинал свою карьеру в Саратове, где закончил летное училище в 1981 году. Потом служил в Грузии, оттуда попал в Афганистан. Именно из Афгана весь этот опыт. На вопрос, для чего нужны такие экстремальные виражи на войне, у боевого летчика ответ предсказуемый. Чтобы выжить, извините меня, конечно, чтобы выжить. В Афганистане мы летали не по правилам, естественно. То есть летали со скольжением, вертолет шел не прямо, а со скольжением, кажется, прямо летит, а на самом деле он там скользит, потом, чтобы тяжело было прицелиться. И эти фигуры, ну, я там делал такие фигуры 25 лет, которые сейчас боюсь делать. Получается, что в бою эти парни летали еще быстрее и значительно ниже. Впрочем, то, что вы видели и слышали, это еще не самый экстрим. Ну, мы летали на досмотр караванов. Я был старшим летчиком, ведущим пары, сопровождение 4 Ми-24. Видим караван. Ми-24 проверяет, есть вооружение, есть сопротивление, нет. Но они, как правило, прятали. И нужно было моментально сесть. То есть мы идем на большой скорости. Я сажусь в голову каравана, ведомый в хвост каравана. И со скоростью 250 км в час мы за секунды разворачивали, хвост загибали, разворачивали и садились. По-другому нельзя было, иначе подобьют. Вот. Это надо было выживать. Сейчас я не могу так, это невозможно. Покинув пост командующего авиацией, Азизов из армии не ушел. Сейчас он летчик-методист. Передает опыт молодым курсантам, получившим образование. Как вы думаете, где? Естественно, в России, в Сызранском. Естественно, в России. Ну, естественно, конечно, потому что это все... Каким вы видите вот сейчас вам кажутся взаимоотношения двух стран? Мы, наверное, как обречены, чтобы вместе быть. В смысле того, что... Обречены с грустью, вы сказали, или наоборот? С грустью, нет. Ну вот, я вам скажу так. У меня есть дети, 2 сына, дочь, да, супруга, внуки. Они все разговаривают на русском. Такие откровения дорогого стоят. Тем более, если вспомнить, что во многих республиках бывшего Советского Союза военнослужащих заставляли принять вторую присягу. В России такого не было, в Киргизии тоже. Мы заново не присягали. Вот я присягал 1 раз. Советскому Союзу. Советскому Союзу. И Кыргызстан вас не заставил второй раз? Нет, и не было у нас такого. Ну, то есть не было такого, даже мысленно не было. Такого, чтобы делать. Ну. Это здорово. Для Киргизии, как и для России, да и для всех республик распадавшегося СССР, это было очень тяжелое время, когда всем надо было создавать новую страну, а вместе с ней и новую армию. Огромное государство, система просто рухнула. Новая попытка создания нового, она нелегко давалась. Вот. И вот эти испытания, конечно, мы прошли, будем говорить, не без помощи друг другу. Вы уже слышали, Киргизия считает Россию стратегическим партнером, но, находясь в России, большинство из нас даже не догадывается, сколь глубоки наши связи и насколько заметно это в Киргизии. Один пример. За все время командировки в этой прекрасной стране мы не видели ни одного человека, который не знал бы русского языка. У нас в Конституции прописано: государственный язык кыргызский, официальный язык русский. Мы в сегодняшний день, ко мне на стол может лечь рапорт на русском языке, на нем может резолюция быть на кыргызском. И наоборот. Это тоже Бишкек. Киргизский национальный военный лицей имени Героя Советского Союза Даира Асанова. В народе его называют Суворовским училищем. Тут расписание занятий, методические указания, учебники, информационные плакаты – все на русском языке. И не только плакаты. Занятия по химии, физике, алгебре в Кыргызском национальном военном лицее проходят на русском языке. Изучают также русскую литературу, русскую историю. Более того, сам русский язык здесь в списке обязательных предметов. И эти занятия
курсанты посещают ежедневно. Давайте вспомним, какие же бывают предложения. Сложно сочиненными. Сложно подчиненными. Хорошо, садитесь. В тетрадках идеальный каллиграфический почерк. Не каждый наш ученик так красиво пишет. Поступают сюда парни в возрасте 15-16 лет. Всего в лицее 2 курса, на каждом по 75 человек. 150 человек проходят обучение. Желающих поступить в этом году сколько было? Желающих в этом году было около, больше, можно сказать, 1000 людей. Высокий конкурс. Да. То есть профессия военного в Кыргызстане престижна? Очень-очень престижна. Что изучают тут? Во-первых, обычные предметы средней школы, которые проходят в 10-11 классах. Во-вторых, конечно, военное дело. В дни проведения наших съемок курсанты разбирались со средствами защиты от химических атак. На оценку «отлично» надо надеть костюм химзащиты за 4 минуты 35 секунд. Нормативы точно как у нас, да и стандарты обучения те же. Особое внимание уделяется физкультуре, спорту. В лицее есть даже свой 25-метровый бассейн, есть и тир. Стреляют, правда, из пневматики, но это и понятно. Все-таки возраст курсантов школьный. Куда можно будет пойти по завершению обучения? По окончанию Крымского национального военного лицея и по результатам общереспубликанского тестирования можно поступить в Военный институт вооруженных сил Кыргызской республики, Погранакадемию, Академию МВД, Академию МЧС и другие высшие военные учебные заведения. Сам куда планируешь? Я хочу стать летчиком и поступить за границу на высшее военное, авиационное. Почему именно летчиком? Отец у меня у самого был летчик, и я тоже хотел бы пойти по его стопам. За границу, в данном случае в Россию. Все летчики вооруженных сил Киргизии, летающие на вертолетах или самолетах, обучаются только у нас. У нас в стране воздушно-космические силы, здесь силы воздушной обороны, в составе которых находится авиационно-транспортная эскадрилья. Собственно, сюда мы сейчас и попали. На входе точно так же, как у нас дежурная часть, дальше государственный флаг, 3 важных для государства слова, долг, честь Отечества. Дальше точно так же, как в России. Кто был в наших воинских частях, прекрасно знает этот плакат. Селфи, фото, интернет, ждите от врага привет. То есть смартфонами пользоваться запрещено, селфи делать запрещено. Куда мы попали? Посмотрите, какой огромный ангар. Здесь 2 военно-транспортных самолета. И вот теперь самое главное. И этот огромный ангар. И оба этих самолета были переданы кыргызской стороне нами, Российской Федерацией. Эти транспортные самолеты Ан-26 были переданы киргизской стороне в 2017 году. Обслуживают их, конечно, местные инженерные службы. Но если надо, и наши специалисты могут прийти на помощь. Эта авиационная технико-эксплуатационная часть расположена всего-навсего в 300 метрах от уже знакомой нам российской авиабазы. Говорить о том, что служба не сахар, возможно, могут все, но только не те, кто служит в Канте. Кант в переводе с киргизского «сахар». Основное назначение базы. На сегодняшний день объединенная российская военная база «Кант» структурно входит в состав Центрального военного округа. Основной задачей авиационной базы является контроль за воздушным пространством Центральной Азии, также поддержка сухопутных войск, организации договора о коллективной безопасности. Авиационная база неоднократно принимала участие в совместных международных учениях как на территории Киргизии, так и Республики Таджикистан. То есть Кант для России – это больше, чем Киргизия, это охват целого региона. Отсюда такое пристальное внимание российского командования и к самой базе, и к организации ее безопасности. Сегодня по плану тренировка подразделения антитеррора. Сбор по тревоге, бегом на улицу. По сценарию на пропускной пункт базы напал террорист. Действовать надо решительно, от штаба отъезжает бронетранспортер. Под прикрытием огня БТРа штурмовой группе удается подобраться к КПП. Несколько минут перестрелки, и, как это обычно бывает на учениях, наши побеждают.
Все, отход! Наша база в Канте – это закрытый военный городок, где проживают несколько сотен семей российских военнослужащих. Есть кого защищать. Плюс не забывайте про самолеты, вертолеты и прочую технику. Немного местного колорита. Как спасаются здесь от жары? Благодаря тому, что рядом высокие горы, заснеженные вершины, здесь много воды. Вот такой очень распространенный в Киргизии способ охлаждения, когда прямо на крышу льют воду. Но, что самое главное, вода эта питьевая. И вообще все, кто служил в Канте, говорят, что такой прекрасной воды мало где встретишь. Киргизия – страна многоконфессиональная, но все же в массе своей мусульманская. Поэтому для российских военных на базе построили храм. Дорогие наши военнослужащие, помолимся о нашем государстве, помолимся о нашем гарнизоне, о наших семьях. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Храм носит имя воина Александра Невского, на самом большом колоколе – эмблема авиабазы. Молодой батюшка хоть и числится в штате российского воинского контингента, сам родом из Киргизии. Уж он, как никто, знает, как относятся местные жители к нашим военным. Вопрос особенно актуален с учетом того, что интервью записывалось в июне 22-го. Относятся очень хорошо, потому что наши военнослужащие очень дружат с местными жителями, они с ними дружат, часто собираются. У меня самого очень много друзей, поэтому есть взаимопонимание, общие цели. То есть каких-то напряженных моментов такого нет? Нет, такого нет, конечно же. И действительно, какие могут быть напряжения, если месяцем ранее, 9 мая 22-го, в Бишкеке прошла акция «Бессмертный полк», на которую вышел министр обороны Киргизии с портретом деда. Мой дед прошел от Сталинграда до Кенигсберга. И как я его могу забыть? Стоит ли тогда жить, если забыть свою историю? То есть мы должны, я обязан это передать своим детям, внукам. Когда уйду на пенсию, вот буду ждать 9 мая, идти с внуками. Вот так. Такие слова в наше время дорогого стоят. Впрочем, это была только первая серия. Скоро вас ждет продолжение рассказа об армии Киргизии, об этой прекрасной горной стране и удивительном народе, который ценит и уважает Россию гораздо больше, чем мы думаем.